Уважаемые участники культурного форума регионов России, мы благодарим организаторов форума за предоставленную возможность в рамках семинара совещания «Социокультурное и экономическое развитие коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока» представить первый номер журнала Международного арктического центра культуры и искусств «Культура и искусство Арктики». Итак, сразу отмечу, что журнал имеет полнотекстовый вариант и на русском, и на английском языках. Журнал основан на исследовании культуры и искусства Арктики, использовании возможностей интенсивного развития культуры, культурологии, искусствоведения и направлен на активизацию разработки фундаментальных основ современной науки о культуре и искусстве Арктики, укрепление трансдисциплинарных контактов и анализ инновационных механизмов ее внутреннего обновления и продвижения позиционирования креативных идей, инициатив и проектов современной Арктики. Добрый день, дорогие друзья, уважаемые участники нашего круглого стола. Ну, во-первых, я опять поздравляю выходом нашего журнала «Культура и искусство Арктики». Почему я нашего говорю? Потому что это наш общий журнал. Светлана Семеновна, Феодосия Васильевна, вас сердечно поздравляю. Потому что, конечно, это для нас будет хорошей площадкой. Тем более мы этим вопросом тоже, я имею в виду по вопросам Арктики, коренных народов Севера, прямую это работаем. Поэтому у нас раньше были, Алексей Николаевич хорошо помните, очень хорошие проекты, «Кочевая семья», «Хозяйка чума». Мы, наверное, скорее это дело продолжим. Сейчас статусу нового госкомитета, да, и обязательно будем участвовать в этом проекте. Сегодня уже говорили о том, что завершилась второе десятилетие коренных народов мира. Я как раз хотела бы немного рассказать об основных итогах на уровне всей Российской Федерации. Как мы привели, каких достижений достигли. Вначале хотела сказать про федеральное агентство, если вы слышали. Федеральное агентство по национальности было создано только этой весной. К нему перешли полномочия, которые ранее были у Министерства регионального развития Российской Федерации, а в дальнейшем у Министерства культуры с конца прошлого года в сфере реализации государственной политики, нормативно-правового регулирования, защиты прав национальных меньшинств, коренных малочисленных народов и также профилактики экстремизма на национальной и религиозной почве. То есть полномочия у агентства довольно большие, широкие, но проблематика коренных малочисленных народов там находится под пристальным вниманием. У нас в двух управлениях есть отделы, которые занимаются этой тематикой, с одной стороны, экономическими вопросами, поддержкой и субсидированием региональных программ, инфраструктурным развитием, и наш отдел, который взаимодействует с некоммерческими организациями, вопросами нормативно-правового регулирования занимается и так далее. Формирование перечня народов, корректировка и так далее. Всего в агентстве 4 управления работает, и в настоящее время как раз агентство работает над тем, что завершает подготовку проекта плана по реализации стратегии государственной национальной политики на 16-18 годы. Также готовится новый план по реализации концепции устойчивого развития коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока на следующие 5 лет. Хотел бы коротко сказать, значит, по поводу того, что как наше министерство видит работу по улучшению социально-экономических условий для коренных малочисленных народов Севера и Дальнего Востока. Мы сейчас разрабатываем по итогам конференции, которая была в Хабаровске, о чем сказала Яна Алексеевна, разрабатываем концепцию демографической политики Дальнего Востока до 2030 года. Концепция будет посвящена конкретно рождаемой смертность, миграция и мерам, которые будут применяться на регионах Дальнего Востока.
И там отдельно будет огромный пункт, на котором мы будем, я думаю, вместе работать с якутскими коллегами. То есть вот я понял, что нужно полностью подключать к этому процессу, чтобы она была практичная. Пункт, посвященный коренным малочисленным народам. Поэтому вот, как бы, наверное, такое основное практическое будущее применение вот этого всего будет уже в ближайшее время. Потом я хотел по поводу гектара. Значит, 1 гектар пока, то есть 5 гектаров это была инициатива губернатора Магаданской области, и она пока только инициатива. Значит, я, честно говоря, не во всем пока понимаю в плане коренных малочисленных народов, потому что тема для нас новая, для нашего министерства. У нас в Северо-Восточном федеральном университете открыт Центр цифрового культурного наследия КМНС, и мы занимаемся вот 2011 года достаточно активно созданием, сохранением языка и культуры. Значит, вот носители языка буквально исчезают каждый день, то есть то, что мы успели записать, многие уже, например, исчезли. Да? Буквально поэтому необходимо в этом направлении довольно активно работать. Нами вот созданы компакт-диски по культуре юкагиров. Практически мы юкагиров закрыли. В 2013 году мы записали 10 дисков, взяли в экспедиции. И в этом году еще 8 дисков выпустили. И сегодня я хотел их презентовать. И кроме того, значит, мы не ограничились КМНСом нашей республики. Мы вышли за пределы, ездили на Чукотку, Камчатку и Хабаровский край. То есть у нас есть диски сейчас по нанайцам, легейцам, негитальцам. В основном работа идет. Конечно, мы такую работу осилить одной организацией невозможно. И вот очень отрадно, что сегодня собрались единомышленники. Мы хотели бы вот вписаться в проект каким-то образом совместно, да, и совместными усилиями эту работу поднять. Дело в том, что в интернете сейчас вот сегодня докладчик выступал, что например, ивенки разрознены, да, они могут общаться. Ну вот в интернете есть среда, в которой можно вот это все сделать. Вот у нас есть единый портал Arctic Megapedia, там мы вот представлены как раз все вот эти вот наши наработки вот по всем народам, которые мы успели сделать. Но программа у нас не заканчивается, она дальше продвигается. И хотелось бы, конечно, поддержки вот, Министерства Дальнего Востока и, естественно, вот нового подразделения, которое у нас появилось в Российской Федерации. Но наш данный проект мы презентовали на 7-м съезде КМНС, коренных народов Севера Сибири, Дальнего Востока. И да, также участвовали в конкурсах по интернет-проектам и занимали достаточно такие места. Ну вот сейчас я хотел, чтобы не быть многословным, вручить нашим гостям вот эти диски, чтобы они могли на досуге посмотреть, что нами сделано в нашей республике. Спасибо. Эффективную работу, за такой разговор. И то, что вот мы перебрали время, подтверждает актуальность и необходимость подобных семинаров, совещаний. Конечно, сегодня мало говорилось о культуре, которая, вот, как можно сказать, вот внешний ряд, там вот мы не только поем, танцуем, проводим фестивали, смотры, ансамбли. Сегодня речь шла о более глубокой сущности культуры, которая неразрывно связана со средой обитания, с типом хозяйствования. Поэтому, говоря об арктической культуре, мы говорим целостно о нашей родине, о нашей земле, о нашем будущем. Разговор на этом не завершается. До новых встреч. Спасибо.